В рамках муниципального этапа профессионального конкурса педагогического мастерства «Педагог года-2026» в течение 2 недель проходили открытые занятия. Напомним, в борьбу за звание лучшего педагога муниципального округа вступили 8 претендентов, 5 учителей и 3 воспитателей. Интинские преподаватели соревнуются в 2 номинациях – «Учитель года» и «Воспитатель года». Вот уже 26-й раз в нашем городе начинает свою творческую, плодотворную работу конкурс педагогического мастерства. В свое время их было несколько. С прошлого года мы решили этот конкурс объединить в разных номинациях. Конкурс проходит тоже в несколько этапов. Очень популярным является, мы так считаем, первый этап начала конкурса, который называется «Медиавизиткой». В небольших 3-минутных роликах каждый конкурсант рассказывает о себе, о своем пути в образование, о своих принципах, о своих методах работы, о своем взаимодействии с коллективом детским и с родителями. Эти ролики расположены на нашей страничке ВКонтакте, они доступны для просмотра, и мне очень приятно, что каждый ролик имеет более 100 лайков. Это значит, конкурс все-таки интересен. Не только лайки, но и пожелания удачи, слова поддержки от педагогов и от родителей тоже очень важны. Второй этап нашего конкурса – это открытый урок или открытое занятие. Первыми провести открытые уроки честь выпала учителям. В последние дни января на базе гимназии номер 2 проходили открытые уроки в номинации «Учитель года». Открытые уроки – второй этап состязаний, где каждая участница должна была представить на суд жюри, членов оргкомитета и коллег свою педагогическую программу. Молодой педагог 8-й школы Наталья Дмитриевна Левская провела для третьеклассников урок по окружающему миру. Показывай, что за орган, показывай классу и говори, это у нас? Это у нас легкие. Вот так. Это у нас легкие, да? Покажи, где они располагаются у нас в человеке. Переверни. Угу. Вот так. Согласны, что легкие располагаются у человека здесь? Да. Хорошо. Присаживайся, молодец. Еще кто хочет выйти? Вера, выходи, пожалуйста. Показывай. Это сердце. И находится сердце у нас? Совершенно верно. Хорошо. А что мы знаем про сердце? Кто может рассказать, что знает про сердце? Что знаем про сердце? Сердце – это как насос, который выталкивает кровь за кислородом и обратно его... То есть как насос, который качает нашу кровь в организме. Да? Совершенно верно. Ты большой молодец. Преподаватель провел интерактивный урок по окружающему миру на тему «Органы человека», где учащиеся изучили внутренние органы. Занятие включало показ частей тела и объяснение функций внутренних органов – сердце, легкие, желудок и прочие. Дети узнали о системах органов, обеспечивающих жизнедеятельность людей. Урок, я думаю, что удался. Были, конечно, у нас нюансы, сейчас обсудили, когда по окончанию урока, которые мне впоследствии я потом все-таки с опытом, я, наверное, их перекрою, уже найду какие-то пути решения данной ситуации. Но урок в основном прошел хорошо. Дети шли навстречу, было так все прекрасно, мы занимались, выполняли задания, разбирали органы человека, да, у нас организм человека был окружающий мир. Вот, дети шли навстречу, эта тема была очень интересная. Вот только что вот надо было еще больше практических каких-то заданий, чтобы они на себе показывали какие-то внешние органы, какие-то внутренние органы. Вот, и очень приятно, что в Интинской школе, в нашей гимназии номер 2, есть такие замечательные дети. И я также горжусь тем, что я выпускница Интинской школы, 5-й школы, и большую благодарность, конечно, хотела бы выразить своему учителю Степаненко Нелли Отовне за то, что она нас воспитывала, и мы дальше продолжаем ее же дело в своем же родном городе, и будем дальше получать опыт и больше обучать детей, открывать для них что-то новое, делать какие-то исследования, проекты.
На этой неделе открытые занятия прошли для конкурсантов в номинации «Воспитатель года». Проходили они на базе детского сада «Крепыш». Первое занятие провела Ольга Трилева, воспитатель детского сада «Белочка». Стаж моей работы уже 24 года почти. Работаю я в детском садике «Белочка». Было время, что я работала и в детском садике «Крепыш». У меня опыт такой. А так, большую часть времени я работаю в «Белочке». С детства с детьми. У меня тетя воспитатель, у меня мама работала всю жизнь, можно сказать, младшим воспитателем. У меня много братьев, сестер, племянников, поэтому для меня это был какой-то такой уже настрой с детства. В этом конкурсе я участвую уже во второй раз. В первый раз это было уже давно, и в этот раз как-то собралась и решила еще раз попробовать, поучаствовать, так как это интересно, познавательно, посмотреть на других, показать себя. Занятие у меня было по развитию познавательно-исследовательской деятельности. Мы брали опыты, эксперименты с водой, с воздухом. Средний возраст, он самый такой любознательный, мне кажется, потому что они это все только познают, и у них интерес открытый, их можно увлечь даже простой водой. Поэтому, мне кажется, для них это очень интересно было. Воспитатель из детского сада «Рябинушка» Виктория Бугуева провела для ребят 6-7 лет из подготовительной группы познавательное занятие на тему «Как дружить с природой». К нам колята-то и обратились, да, поучаствовать в акции, чтобы всем людям напомнить, как необходимо соблюдать правила поведения в природе. Вы согласны? Да. А вот еще один лежит конвертик, доставать. Давайте посмотрим, что это такое. Пока не доставай, пожалуйста, Лили. Покажи ребятам, что это. Вы знаете, что это за квадратик? Это QR-код. Это QR-код. Лера, а что ты знаешь про QR-код? По нему можно что-нибудь оплатить. Можно оплатить, так, еще. Кто-нибудь отсканировать. И узнать, что там. Что там находится, да? Молодцы, ребята. Вот QR-коды, они бывают разные, да? Можно оплатить в магазине по QR-коду, а можно отсканировать и узнать, какая в нем спрятана информация. Вместе с преподавателем дошколята познакомились с экологическими знаками, о том, что каждый из них обозначает, узнали о QR-коде, инструменте, соединяющем физический мир с цифровым, изучили основные правила защиты окружающей среды и помогли эколятам создать информационный экологический стенд. Я вам покажу, как сканировать. Так, сканируем первый QR-код. Смотрим, видите, появилась ссылочка. На нее нужно нажать, и мы перейдем и посмотрим, какая информация спрятана в этом QR-коде. Воспитатель Анна Иванова работает в детском саду «Крепыш». Проводить открытое занятие в родном учреждении легче. С малышами из средней группы, которым по 4-5 лет, она отправилась в путешествие по сказке «Гуси-лебеди». Мальчишки и девчонки помогали волшебной печке правильно разложить пирожки по тарелочкам, сказочной яблоне снять все плоды и отремонтировать сломанный мостик через речку. Что же делать? Мост сломан. Починить. Починить можно. Давайте посмотрим, чего не хватает в мосту. Фигура. Подождите, не только пока ручки спрятались за спинку. А каких фигур не хватает? Посмотрите, что... Треугольник, овал и квадрат. И квадрат, прямоугольник. И прямоугольник. Давайте возьмем по одной фигуре, найдем, починим мостик, найдем ей место. Кто справился, можно вторую взять. Вот и починили, да, мостик? И теперь мы можем отправиться с вами, да, к бабушке Еге на другой бережок. Пойдемте-ка. Занятие направлено на познавательное развитие ребят и формирование у них элементарных математических представлений. В рамках занятия обязательно должно выделяться время на разминку, упражнения на снятие усталости, когда стоит задача поднять работоспособность малышей. Игра на внимание. Нужно внимательно слушать, что я говорю, а не то, что я показываю. Дом, еж, замок. Помните, да? Надо внимательно слушать, что я говорю. Дом, еж, замок. Дом, еж, замок. Дом, замок,
Маша молодец. Ёс. Марат молодец. Матвей молодец. А показываю я кого? Ёзик. А сказала я что? Замок! Открытые уроки всегда посещают коллеги-педагоги из других образовательных учреждений города. Каждый приходит сюда узнать о новых современных методиках учебного процесса, обменяться передовым опытом и расширить свой педагогический кругозор. Каждый учитель на своем уроке нам еще больше раскрывает свою личность, показывает уже на практике, как он работает с детьми, как он с ними взаимодействует. На уроках всегда царит благожелательная, добрая атмосфера. Мы надеемся, что и третий этап мастер-класса, который состоится на следующей неделе, тоже вызовет интерес, и достаточно большая аудитория зрителей будет присутствовать. Мастер-классы мы будем проводить в гимназии номер 2. Конкурс проходит в 3 этапа – медиавизитка, открытые уроки и мастер-классы для коллег. В конце февраля будут подведены итоги и определены победители муниципального этапа, которые представят наш северный город на республиканском уровне.